Суд восстановил в правах Риту Тори. Напомним, 15 декабря ученый совет Сыктывкарского университета исключил экс-декана юридического факультета вуза из списка кандидатов на должность ректора. Через 5 дней документы на других 4 кандидатов должны были быть направлены на утверждение в Москву. Однако профессор Тори внезапно обратилась в суд с иском об оспаривании решения. Причиной ее недопуска стало отсутствие необходимого дополнительного образования краткосрочных курсов в области государственного и муниципального управления. 21 декабря из списка соискателей автоматически выбыла и Нина Нестерова, в прошлом ректор Академии госслужбы и заместитель министра образования. Она скончалась на 53-м году жизни после болезни. На тот момент все официальные стороны открыто высказывались в поддержку действующего руководителя учебного заведения Ольги Сотниковой. На этом совете ректоров мы определяли будущее Сыктывкарского университета. Вы знаете, Сыктывкарский университет стоит перед выбором по поводу того, что кто же будет ректором Сыктывкарского университета. Вот сейчас мы провели совет ректоров, и все 4 кандидатуры, которые были там определены, мы их рекомендовали. Ну и, конечно, совет ректоров высказал предпочтение. Предпочтение в адрес Ольги Александровны Сотниковой. Исполняющий обязанности ректора согласовывался с руководством региона, и на сегодняшний день процесс управления в университете позволяет говорить об успешности в решении стоящих перед ним задач. Что касается желания претендовать на должность ректора, это желание любого человека, который соответствует требованиям. Насколько мне известно, соискателем, который подал в суд, не были поданы в полном объеме в квалификационную комиссию необходимые документы. Сейчас она проходит обучение. Это значит, что кому-то, видимо, было выгодно затянуть процесс. В результате процедура выборов теперь не просто приостановлена. Согласно положению, предстоит назначить новые выборы со всеми необходимыми моментами, включая прием документов от кандидатов.